Поводом для встреч городского женского совета всегда становятся острые и актуальные темы. На сегодняшней повестке дня – здоровье мужчин и роль женщины в его поддержании. Своим мнением по этому поводу поделились участники круглого стола. Заведующая отделением новорожденных акушерского стационара городской больницы Фируза Акбулатова и директор Сибайского историко-краеведческого музея Альбина Ермулина. В ходе выступления на заседании Женсовета единогласным решением было обратить пристальное внимание на средства и методы ликвидации проблем семьи, сохранение этнических традиций, участие мужчин в воспитательном процессе. Мужчине в современном обществе, где все так быстро меняется, адаптироваться тяжелее, но они с этим справляются. Современный мужчина, по исследованиям, дольше взрослеет, больше времени выделяет учебе, позже заводит семью. Но также современный мужчина хочет полностью участвовать в воспитании своих детей. На заседании Женсовета прозвучали цифры из официальной статистики. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни мужчин 67 лет, в то время как женщины опережают их по этому показателю в среднем на 10 лет. По словам представителей сферы здравоохранения, для мужчин старше 40 лет крайне необходимо диспансерное наблюдение не менее 2 раз в год. Пристальное внимание стоит обратить на показания сахара и холестерина в крови, а также принять меры для исключения риска развития онкологических заболеваний. Онкомаркеры на заболевания, например, если там берем мужчину, желудок-кишечник, заболевания почечно-урологической системы, и там еще 2 фактора. Все. И так 2 раза в год. До 50 лет 1 раз в год, а после 50 лет 2 раза в год. Что это нам дает? Малейшие изменения. Вот мы видим, например, динамику. Сегодня, например, у меня онкомаркер, грубо говоря, был 50, а через 2 года стал 60. Все, надо уже идти, потому что не нужно запускать онкозаболевания до такой степени, когда уже увидят вас на УЗИ. Тогда уже бывает и поздно. А когда идет по онкомаркеру возрастания, тогда можно к онкологу обращаться пораньше. И тогда уже будет раннее выявление, лечение. Это что нам даст? Жизнь и продолжительность жизни и здоровье. Активная жизнь в старческом периоде, в пожилом возрасте. Присутствующая на встрече депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Эльвира Ринатовна Айткулова обратила внимание собравшихся на проблему сохранения родного языка и культуры в условиях семьи, сфер обязательного и дополнительного образования. Вообще на сегодняшний день надо, чтобы мы эту тему воспринимали сквозь призму каких-то конкретных шагов, да, что каждый человек может сделать на своем месте для того, чтобы сохранить башкирский язык. Что касается родителей, да, они сегодня у нас основные игроки. Каждый родитель может для себя принять решение, что я, если являюсь там башкиром, да, или не башкиром, но хочу, чтобы этот язык на территории субъекта сохранялся, я голосую заявлением и пишу, что мой ребенок хочет изучать. Это один вариант. Да? Второй вариант, вот мы сегодня очень много говорили с общественными организациями, как на практике реализовать вот тот потенциал указа, который вышел у нас 14 сентября, который предполагает и грантовую поддержку, и фонд учреждается, и государственная программа развития языков. Да? Что в этой программе должно быть? Каким наполнить содержанием? Как сделать так, чтобы действительно это была такая вот народная воля, да, по сохранению языка. И я считаю, что здесь должно быть широкое общественное обсуждение, в том числе на площадках разных общественных организаций, государственных каких-то институтов, да, муниципальных. И надо это все аккумулировать, надо это все сегодня открыто обсуждать. И поэтому сегодня вот сохранение языка, если мы говорим, что сегодня под угрозой все пропало, такого мы не можем говорить в принципе, потому что есть средства бюджета, выделены на то, чтобы изучались родные языки в школах. И у нас субъект, где изучается 6 родных языков, да, и на все это предусмотрено финансирование, учителя. Здесь необходимо желание родителей, настойчивость, может быть, родителей, да, если не набираются там какие-то группы, чтобы вот их было больше, этих детей, чтобы объединить группы. И поэтому здесь я считаю, что нам нужно работать очень практично в этой плоскости. Теме изучения родных языков была посвящена и встреча Эльвиры Айткуловой с представителями городской системы образования. Мероприятие прошло в стенах Сибайского института БГУ. Представитель регионального органа законодательной власти отметила, что сегодня необходимо менять саму методику преподавания башкирского языка, чтобы уроки для детей проходили интересно и с пользой. Сейчас как раз тот самый момент, когда каждый из нас, с учетом озвученных мер поддержки языка, может внести свою лепту в его сохранение и развитие. И делать это в конструктивном ключе, без применения агрессии. Ляна Кириллова, Екатерина Марочкина, Радмир Сюнгулов, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ.